В республике подвели итоги работы агропромышленного комплекса за прошлый год. О том, с какими результатами Чувашия вступает в новый сельхозсезон, расскажет Надежда Андреева. Производство мяса увеличилось на 7%, молока на 1%, зерна на 17%. Несмотря на сложные погодные условия прошлого года, Чувашия по всем основным показателям продемонстрировала рост. Республика заняла 11 место в России и 2 в Поволжье по производству картофеля. Показатель неплохой, но фактически в прошлом году наши аграрии выполнили план Минсельхоза страны лишь на 91%. В 11 районах валовый сбор картофеля снизился. Мы с вами из года в год снижаем и общую площадь. Если в 15-16 годах мы засаживали картофелем более 9 тысяч гектаров, то в 17 только 7200. Допустили снижение на 22,5%. Для выполнения показателей результативности нам необходимо посадить около 8 тысяч тонн картофеля. Для аграриев республики по-прежнему острым остается вопрос низких закупочных цен на молоко. Как подчеркнул министр сельского хозяйства Чувашии, с этой проблемой сейчас сталкиваются 45 российских регионов. Причина – потоки контрафактного сухого молока. Производители закупают это дешевое сырье, а сырое молоко остается невостребованным. Минсельхоз России проводит теперь, чтобы разобраться с этими, пока проблем не было, с этими потоками молока, сухого молока сухого, которое завозится по серым разным схемам под видом клея, стройматериалов и так далее, которые не подчинены Россельхознадзору, то есть они не могут проверить клей или еще что-то. Как ограничить вот эти разные завозы на территорию страны, занимаются этим. Каждый год республика на сельское хозяйство выделяет немалые средства. Причем формы поддержки самые разные. Льготное кредитование под 5% годовых, лизинг, субсидирование затрат на строительство теплиц, в приоритете развитие семейных ферм, а также поддержка начинающих фермеров. В 2016 году мы получили государственную поддержку в форме гранта в размере 4 миллиона 840 тысяч рублей. Добавили собственные средства 3 миллиона 227 тысяч рублей и построили новый цех подращивания для молодняка птицы. В этом году в Чувашии на поддержку сельхозотрасли выделяют не менее 2,5 миллиардов рублей. Как в стране, так и в республике ставку делают на развитие кооперативов. В 2018 в виде грантов они могут получить до 70 миллионов рублей. Надежда Андреева, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.